Накануне в селе Мазанка Симферопольского района состоялся вечер реквием, посвященный депортации крымско-татарского народа. Большой зал Дома культуры был полон. Слезы памяти о том страшном дне. В зале находились люди всех возрастов. Это и дети, и молодое поколение нашего народа, а также, конечно, старики, те, кто пережил страшную трагедию. Мероприятие началось с гимна. Присутствовали на вечере реквиеме и представители власти. Они отметили, что 18 мая для всего крымско-татарского народа огромное горе. Эту дату нельзя забывать. Проводя такие мероприятия, мы стараемся уделить больше внимания тем, кто пережил этот страшный день. Наше правительство каждый год возлагает цветы на мемориалы в память о тех, кто погиб в депортации. Этой дате говорят в каждой крымско-татарской семье. Это та дата, наверное, которая всех нас объединяет и сплачивает. И на сегодняшний день в учебных заведениях, дошкольных, школьных, высших учебных заведениях ежегодно проходит ряд мероприятий, посвященных трагической дате депортации. И все это вместе позволяет сохранить память об этих трагических днях. С каждым новым выступлением зал переживал ту огромную потерю своего народа. Операция по депортации началась рано утром 18 мая 1944 года. На ее проведение карательным органам потребовалось 60 часов. По официальным данным погибли 49% крымско-татарского населения. Вчера же потребовался всего лишь час, чтобы вновь ощутить боль всего народа. Каждый из выступающих сумел передать боль и трагедию того дня. Фатиме Бита сама пережила те события. На тот момент ей было 10 лет. В этой трагедии она потеряла близких. Когда нас выселяли из Крыма, мы жили в селе Албат Бахчисарайского района. Нас отвезли на станцию Сюрень и завели в вагоны. Приехав в Узбекистан, мы пережили не менее страшные дни. Моя сестренка умерла. Плакать не было сил и возможности, поэтому сегодня я очень много плакала.